Мне воевал мой дедушка, мамин отец. И с войны пришел, и по рассказам матери, конечно, это был совсем другой человек. Он очень такой, видимо, после войны у него какая-то такая была синдром, что ли, синдром очень сложные отношения были с ними, ну, в общем, видимо, сказывалась война. Вот. И моя мама выросла, и моя мама выросла с моей, как бы, двоюродной бабушкой. Моя бабушка отдала свою дочку, значит, своей сестре, получается. И вот она рассказывала. И мы с ней выросли, мы ее назвали Назы. И, конечно, вот она нам все вот как в войну, в тылу, как работали, как жили, они рассказывала. Рассказывала, что в войну, конечно, с едой было очень плохо. С едой было плохо. Они пасли овец. Утром они выпивали такую кружку, будем говорить, кружку айрака. Ну, айрак это такой кислый такой. И до вечера. И я просто думаю, как можно вот целый день вот на одном этом айраке. Целый день, что дальше было, они то этот мандир, дикий лук ели, то какие-то ягоды, ну, если, например, летнее, осеннее время, то они вот эти коренья саранки выкапывали. Вот. И самое, что, конечно, для меня, самое такое, что больше всего впечатлило из рассказов моей бабушки, что тогда она родила двойняшек, и они просто, она в степи, просто родила их в степи. И, конечно, они умерли, и она вспоминала, что вот они, такие двойняшки у меня родились, но от того, что война, от того, что все это далеко в степи, и некому было помочь, и вот они, эти двойняшки, погибли. Вот это как бы у меня врезалась в память просто как просто на всю жизнь.